16 часов в Украине. Время новостей на АТР. 26 октября, 1337 день аннексии Крыма. Я София Бляева. Приветствую вас. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в Киев завтра. Об этом сообщил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Ранее сообщалось, что освобожденные вчера лидеры крымских татар прилетят в аэропорт Борисполь в Киеве сегодня вечером. Накануне в Анкаре Умеров и Чийгоз встретились с крымско-татарской диаспорой, а потом отправились в посольство Украины в Турции. Там состоялась неофициальная встреча с послом Андреем Сыбигой. После этого уже бывшие политзаключенные пообщались с журналистами, рассказали о том, как происходила их выдача турецкой стороне и о своих планах на будущее. По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую. Речь не в личностях Чийгоз, Умеров. Речь в том, что народ, граждане Украины, живущие в Крыму, они ощутили вот ту мощь, силу, которая стоит за ними. И это очень важно в борьбе. Это очень важно. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз могут заехать и жить в Крыму. Так считает Николай Полозов, адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Он заявил о готовности юридического сопровождения возвращения Умерова и Чийгоза на полуостров. В настоящее время нет никаких запретов на въезд ни в отношении Ахтема Чийгоза, ни в отношении Ильми Умерова. Что касается фактической стороны, конечно, опасность, что такой запрет может быть вынесен, она потенциально есть, но на текущий момент такого запрета нет. Поэтому если они изъявляют желание приехать в Крым, то никто им препятствовать не вправе. Проживать, естественно. Если приехали, значит, могут и проживать. Накануне после освобождения заместители главы Меджлиса встретились с членами крымско-татарского сообщества Анкары. Те, в свою очередь, поблагодарили турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана за содействие в освобождении лидеров крымских татар. Конечно же, освобождение двух крымских татар вселило в нас новые надежды. И в Крыму, и в Турции народ счастлив по этому поводу. Но, с другой стороны, это означает, что еще два наших героя изгнаны из Крыма. Это своего рода депортация и высылка. Стоит посмотреть на ситуацию и с этой точки зрения. С освобождением Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза вчера вечером поздравил президент Украины Петро Порошенко. О, дорогий пане Ахтеме, я дуже радий вас чути. І я щасливий разом з усім українським народом, що ми маємо можливість нарешті вітати вас з звільненням. Бо остаточне свято у нас буде тоді, коли ми звільнимо Крим. І весь кримсько-татарський народ, і всі мешканці Криму можуть опинитися нарешті на волі в Україні. Я вам честно скажу, вот я как бы всех президентов пережил, да? Но я первый раз, находясь в тюрьме, я в лицо им говорил, что мой президент Порошенко. Я не знал, что меня освободят. Я говорил, минимум мне 8 придется отсидеть. Я вообще предполагал, что я сперва попаду, как положено, сперва к своему президенту, потом поеду в турне. Ну так случилось. Я вообще думал, что меня в Питер везут. Откуда мне до последнего не говорили. Председателя Меджлиса выдали Турции. Заместители председателя Меджлиса самолетом спецотряда России отправили в Анкару. Из Симферополя самолет сначала полетел в российскую Анапу. Лететь напрямую было нельзя из-за того, что международное сообщество не признало аннексию полуострова. Ни Чийгоз, ни Умеров не просили о помиловании. Против Ильми Умерова ФСБ России в прошлом году возбудило уголовное дело за якобы публичные призывы к сепаратизму. Месяц назад оккупационный суд полуострова приговорил Умерова к 2 годам колонии и поселения. 11 сентября Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в организации массовых беспорядков под парламентом Крыма в феврале 2014 года. Ахтем Чийгоз провел в СИЗО почти 3 года.
Обнародованы первые кадры с момента взрыва, произошедшего накануне около полуночи в Киеве. На видео видно, как взрывается мопед, припаркованный возле офиса канала «Эспрессо». В результате теракта, так идентифицировали его правоохранители, 2 погибших и 3 получили ранения. Один из раненых – народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Азов» Игорь Мосейчук. У него осколочные ранения, сейчас он находится в больнице. Ночью Мосейчука прооперировали. Врачи говорят, что состояние политика тяжелое. Внутрішні органи залишились більш-менш, але більше на всього постраждали та кінцівки, верхня, нижня, м'які тканини верхні і нижні. Перелом є кістки справа, відкритий. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії, в реанімації. Охранник нардепа Руслан Кушнир погиб на месте. Случайной второй жертвой вчерашнего теракта стал сотрудник полиции Михаил Мармыль. В прокуратуре Киева назвали 3 главных версии теракта. Нам розглядається декілька версій цього злочину. Перша версія його озвучував і сам пан Мосійчук. Це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо розмовляти тільки тоді, коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука і його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Пріоритет є Мосійчук. Разом з тим ми не відкидаємо на цей час будь-яких інших можливих мотивів вчинення цього злочину відносно інших осіб, які були разом з ним, або журналістів. У Олега Ляшка, лидера радикальной партии, своя версия теракта, в которой пострадал член его фракции Игорь Мосійчук. Для мене очевидно, що це замах на Мосійчука. І не тільки на Мосійчука. Це замах на нашу команду, це замах за нашу політичну позицію. Хто це зробив – завдання правоохоронних органів. Це можуть бути ворожі спецслужби. Мосійчук і наша команда становить для них загрозу. Це можуть бути наші політичні опоненти, які намагаються нас зупинити. Как можно быстрее расследовать взрыв в Киеве, требует от силовиков президент Украины Петро Порошенко. Об этом он написал на Фейсбуке. Глава государства выразил свои соболезнования семьям погибших. Жертв аварии в Харькове уже 6. Утром в больнице умерла Диана Берченко. Ей было 20. 18 октября она с сестрой ждала зеленый свет на переходе, когда внезапно на тротуар вылетел «Лексус». Диана была самой тяжелой из пострадавших в аварии. За ее жизнь врачи боролись 8 дней. Перевести с медицинского на общепонятный язык причину ее смерти. Организм просто устал бороться за жизнь. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого, у нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли, но... ДТП в Харькове произошло в прошлую среду. Тогда в центре Харькова столкнулись «Лексус» и «Фольксваген». «Лексус», за рулем которого сидела 20-летняя Алена Зайцева, отбросила на тротуар с пешеходами. Тогда погибли 5 людей, 6 были ранены. В больнице сейчас и водитель «Фольксвагена». А Алену Зайцеву суд взял под стражу до 16 декабря. По меньшей мере 30 человек погибли на фабрике фейерверков в Индонезии. Еще 50 ранены. ЧП произошло в индустриальном районе Тенгеранг в пригороде столицы страны Джакарты. Большинство тел погибших невозможно опознать, они выгорели дотла. В результате пожара часть помещения фабрики разрушена. Причины выясняет полиция. В конце сентября подобное происшествие произошло на производстве фейерверков в Индии. Это все новости к этому часу. Чтобы знать больше, не пропустите следующие выпуски «Заман». Информационный день на телеканале АТР продолжает программа «Бугунь». Оставайтесь с АТР.